Поднимайте руки вверх. Бам-бам-бам. Да, хруст. Пиф-паф. Поздравляю. Мамочка, я щекотки боюсь! Алан Батаев, Ильдар Мухамадиев, Амар Османов, Игорь Капустин, Ашот Саркисян, Алан Куценко, Бутаев, Схалимов, Иван Хасаимов, Ибрагимбеков, Усманов, Аширов, Гасаев, Бобров, Начали. Саджаев, Акаев, Саакян, Эркебек, Хаматов, Османов, Гасанов, Бобровский, Лебров, Скария, Малик Гараев. Твою. Еще раз. Гаджиев. Старший лейтенант Урманов, у вас 95% запоминаний. Это неплохо, но надо бы еще поработать над запоминанием лиц. Особенно. Будем стараться. Майору Платову, срочно. По оперативным данным, в четверг в районе села Туба-Юрк ожидается группа хорошо вооруженных боевиков. Приказываю банду задержать и при сопротивлении уничтожить. Открывай. У кого есть оружие, предлагаю сдать добровольно. Приступили. Приготовились. Так, успокойтесь, все назад, всех пропустим. Не волнуйтесь. Документы предъявите. Я представитель Красного Креста и буду разговаривать только с офицером. Они здесь. Эй, ты чё психуешь, сволочь? Ну что у вас здесь, циркачи? Один от восторга в штаны напустил. Остальным тоже понравилось. Проверьте документы и ко мне. Кто еще с вами? Показывай быстро. На белой шестерке за нами ехал. Показывай. Вон он там стоит. Документы. Я представитель Красного Креста. Посмотрим. Лопата! Лопата! Не трогать! Все. Лопата. Я отомщу. Стал здесь ездить, поедет Чечню. Да потеряешь ребят. Да что вы меня Чечней пугаете? Так. 17:00. Агапцев, ко мне. Подожди, успеем. А ну, пойдем. Да что ж это такое? Да иди ты! Товарищ прапорщик, мне же кирпич ему надо привезти, да ёшкин кот!
Агапцев, ну-ка убери. Не люблю это. Рад тебя видеть. Ну что на этот раз? Приветствую складское начальство. Приятного аппетита, Фунтасов. РПГшек больше нет. Меня и так в прошлый раз чуть за задницу не взяли. Успокойся, дорогой. Гранатометов у нас хватает. Тогда чё приперся? На тебя посмотреть. Ну, посмотрел? Ну опаздываем же, ну! Не суетись! Да идите вы! Что вы Да делаете? вот лучше держи! На! Осторожней! А ты бутылка не отделаешься! Переносной зенитно-ракетный комплекс. Стрела-2М. Это без меня. Ну, без тебя никак. Ты же понимаешь. Они на особом учете. Надо вам стингеры покупайте. Стингеры нам не нужны. Нам стрела-2М нужна. Они свои штурмовики хорошо бьют. Свой своего. Ты же понимаешь. Всегда очень хорошо бьет. Так что войди в мое положение. Знаешь что? Сдам эти недоносок. Надоел ты мне. Сдам я тебя. За бесплатно вряд ли. А просто так. Из удовольствия. Кстати, об удовольствии. 15 тысяч за комплект. М? Я знал, что тебя обрадует. Мне с этих денег все равно ничего не останется. Врешь. Останется. И хорошо останется. Так что, когда прикажешь получить? Сначала деньги. Конечно. Задаток получишь там же, вечером. Так когда? В понедельник скажу. Приятного аппетита. Да пошел ты. Хаюга.
Если что-то непонятно, спрашивайте сейчас. Потом будет поздно спрашивать. Товарищи офицеры. Вольно. Вольно. Полковник Круглов, начальник штаба. А вы, стало быть, Платов? Так точно, майор Платов, командир группы спецназа военной разведки. Капитан Вяземский. Понятно. Майор Лилин, контрразведка. Мы знакомы. Здорово. Здорово. Вот и хорошо. Товарищи офицеры, ситуация очень серьезная. На прошлой неделе бандиты 5 раз обстреляли наши штурмовики ракетами «Стрела-2М». Так вот, первые 4 выстрела были одиночные, учились, наверное. Ну а в 5-й раз дали двойной и завалили сушку. Научились, значит? Научились. Ваша задача – найти, где они хранят эти ракеты. Если, конечно, остались. Что известно? Разрешите? Давай. Определили квадрат, откуда были произведены выстрелы. 2 точки с удалением 5-7 километров друг от друга. Все равно, что искать иголку в стогу сена. Вот поэтому к вам и обратились. А завтра в этом районе намечаются полеты? Намечаются. Мне нужны маршруты полетов и пути возможной эвакуации экипажей. Сделаем. Да, и просьба. Если найдете стрелянный тубус, прихватите с собой. Или хотя бы номерок спешите. Нужно же узнать, откуда они их берут. Ясно. Тебе и Куту и Лопате отставить. Тебе и Куту и Хрусту готовность 30 минут. Есть. Аллах Акбар. В засаду пошлем Биноева. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Надеюсь, и на этот раз Аллах послал вам удачу. Аллах велик. Вот летные задания русских на завтра. Здесь маршруты, планы и пути эвакуации, частоты радиомаяков, ну, в общем, все. Появилась информация. Вами теперь будет заниматься спецназ разведки. Поэтому надо усилить группу прикрытия. Я буду ждать летчиков в зоне их возможного приземления. 2 группы перекроют пути их эвакуации. Федералы наверняка засекут, откуда стреляли, и пошлют туда поисковые группы. Биноев со своими людьми будет ждать их в засаде. Вот так вот. Мы готовы к любой неожиданности. Я 47-й выхожу в район цели. 47-му. Действуйте согласно полетного задания. Я 47-й, меня атакует ракетная атака. 47-му. Выполняйте противоракетный маневр. 47-й, маневрирую. Я 47-й, прямое попадание. Прямое попадание. Приказываю эвакуироваться. Откуда стреляли? Зал был двойным. Стреляли отсюда и отсюда. Расстояние между точками 500 метров. Работали наверняка. Катапультировались оба пилота? Да. Огневые точки? Примерно здесь. Радиомаячки? Работают.
Двигайся давай. Тихо. Вот. Ой, живой, хороший, стой, стой, стой. Так, ну что, уходим? Голова отваливается. Да хрен с ней, с твоей головой-то. Сейчас бы ноги унести. Туда. А маячок? А им обойдемся. Значит, мы сейчас уедем. Смотри, чтобы все было в порядке. И ребятам передай. Миноев, поехали! Поехали! Разрешите войти? Заходи. Разрешите обратиться? Обращайтесь. По данным перехвата, чеченские группы уже вышли на поиск. Этого следовало ожидать. Фотографии летунов есть? Ну, надо в части запрашивать. Запросите заодно фамилии жен, детей, родителей, матерей, клички собак, кошек, что-нибудь, а то переоденутся, потом здрасте. Сейчас выясним. Якут Змей. Я. Док, выходим 2 группами. Вы подберете летунов. Спасибо. А мы с Хрустом займемся стрелами. Позывные обычные. Поехали. Есть. Хруст, заводи мотор. Есть, командир. Шах как пеленг. В норме. Мы в километре от места приземления. Идем на пеленг проверить связь. Есть. Якут. Якут направляющий, я замыкающий вперед. Ты начальник. У меня папа профессор. Пошел, пошел, пошел. Смотри, давай. Ничего не трогать. Летчики пошли на юг. Свяжись с Биноевым. Быстро! Ой, тихо. Едет кто-то. Туда, в кусты. Оснар взял машину. За мной. Ты бушинишь? Давай за руль. Стоп. О, кажется, нас все-таки опередили. Быстрей давай! Нога! Прыгай! Маячки разделились. Первый работает с прежнего места посадки, а второй быстро движется на север. Якут, Я за него. берешь шах и идешь на перехват. Я со змеем к первому маячку. Удачи. Вперед. Есть. Их засекли на поле. Передай брать живыми. Готово? Поехали! Быстро, быстро! Все-таки попали. Цела кость! Вроде на вылет. У них
ты! Может, по запасному маршруту пойдем? Кто-то нас потрохами продал! У них и тот, и этот отмечен. Ну и как тогда? А никак! Удачу! Вижу. Переправах. Да. Поехали, давай! Вот так, мой хороший! Ой, дед, когда из плена вернулся! Летун! Свои! Никому другому! Отпусти, шоколада! Не стреляйте! Мне нужны ракеты, летчики, живо. Русская собака! Мы вас всех перережем! Всю Россию! Мы же... Всю! Ответ неправильный. Вопрос тот же. Там база. 7 километров. Конкретней, урод. Где? Вход в ущелье. Видать, летные маршруты у них были раньше, чем у нас. Угу. Пошли. Док, только что здесь была машина. Следы летунов ведут к дороге. Похоже, стреляли все-таки по ним. Якут, это док. Какие новости? Слышишь? Ну, слава богу, один вроде живой. Только что, сука, характерно. Отстреливается как от нас, так и от... Терпей! Мы этих вроде сделали, но если еще гости пожалуют, нам мало не покажется. Похоже, что скоро приедут. Как мне этого-то успокоить? Ты клички их узнал? Кличек нету. Фамилия Лямцев и Федотов. Кличка их командира части Засох. Занятно, видать, парень. Нет, фамилия у него Засохин. Где вы? 2 километра на северо-запад от точки расхождения. Выход на поле. Жди, мы идем. Федотов! Лямцев! Кончай палить, мы свои! А, дурак пернатый! Парень в истерику впал. Теперь родную маму не узнает. Слушай сюда! Фамилия твоего командира Засохин! Кличка Засос! Правильно! Правильно, правильно! Все-то вы знаете, гады! Не стреляй! Я иду к тебе! Я достал! Дурак! Стой! Стой! Поедешь за нами! Вперед! Быстрее!
подстрелю, чтоб успокоился. Ну да, если бежать придется, ты его на себе попрешь. У него в магазине 5 или 6 патронов осталось. Значит так, Шах. Отползи, отвлеки его. И потом дай очередь в аккурат над головой. Понял? Понял. И держи выход из леса. Мы ждем чертей. Пошел, пошел, пошел! Молись, пернатый! Засос! Командира зовут Засос! На, говнюк! Засос! Погоняла твоего командира Засос! Слышишь меня или нет? Ну, Засос! Откуда я знаю? Не знаю! Да потому что я свой, дурак! Ну все, пернатый, доигрались! Так, ладно, время пошло! Бежать можешь? Пробую. Цепляйся за шею! Как? Со всей страстью! Там командир в машине! Возьмем командира! Давай! Было весело, но праздник закончился. Одного летуна потеряли, но один жив. У нас Шаха слегка зацепило. Вертушку вызвали. Как у вас? Мы на базе. Клин, привет! Привет. Мы возвращаемся. Конец связи. Все проверил. Стрел нет. Одни вот тубусы остались. Ценный товар. А? Ну что, может, захватим с собой по заводским номерам, зацепим ниточку. Лилин порадуется. Веди. Мы как вашу оперативку получили, сразу установили, что эти стрелы проходили через класс дефунтасов, слушай, майор. А номера на тубусах, найденных тобой в Чечне, и привели нас на этот гарнизонный склад. Мы на склад, а там говорят, Фунтасова второй день на службе нет. Стали искать, вот нашли. Точно он? Точно, товарищ майор. Понятно. Оборвалась, выходит, наша ниточка. Зря я только притащил вас сюда. Ничего не трогали? Никак нет, товарищ майор. Ладно, держи. Так, при осмотре обнаружена 100-долларовая купюра рваная. Хоть немного наурвал напоследок. Держи. А также пачка 100-долларовых купюр. А также документ Красного Креста и полумесяца. Не открывать. Поясни. Такой штукой убили лопату. Взрывается при открытии. Сюрприз, значит, нам оставили. Хорошо бы алаверды. По максимуму. Здравствуйте. Привет.
Молодцы. Тамара, безалкогольное что-нибудь? Все в порядке. Спасибо. Ассаламу алейкум. Здравствуй, дорогой. А, как поживаешь, Вагиф? Слава Аллаху. Отлично. Можно? Не вопрос. Присаживайся. Как твой бизнес идет? Ничего. Все винишком приторговываешь. Идет бизнес. А у тебя, я слышал, плохо идет? Не понял. Я тут вчера Лачина Сатуева встретил. Что-то он о тебе беспокоился. Не понял. Говорил, когда ты ему в прошлый раз патроны продавал, пасли тебя. Так что, говорит, надо тебе уехать. И подальше. Лучше за границу. Это что-то бред, Вагиф. Понял? Ну, извини, если бред. Просто хороший человек в беду попадает. Думаю, дай помогу. Деньги дам, паспорт сделаю. Ну, если все хорошо, слава Аллаху. Сколько денег? 250 тысяч. Зеленых. Нет? Не хочешь? Ну, не хочешь, как хочешь. А что надо? Переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-2М». Да нету. Нету у духов просто больше стрел. Понимаешь? Ну, что из этого следует? Ну что, они будут пытаться их достать. Но это же твоя работа, мы свою сделали. Ну, бросать товарища в сложной ситуации. Только не на жалость давить, да? Ну ладно, а как же тогда лаверды по максимуму? Что ты хочешь, Лилин? Ладно, слушай. Чечены понимают, что больше им здесь стрелы никто не продаст, так? Что остается? Только одно. Грабануть по дороге на полигон или в часть. Рискованно, до Чечни километров 200. Догоним. Смотри. Стрелы возят в простой грузовой машине. Охрана всего 4 человека. На УАЗе сопровождения. Ну, в грузовой еще водитель и офицер-экспедитор. Граб не хочу. Ты что ж, хочешь, чтобы мы вместо охраны в грузовик влезли, что ли? Не, скучно с тобой, Платов. Все-то ты заранее знаешь. Аккуратней, бойцы. Не картошку грузите, а стрелы. Раз, взяли. Ставь. 0213, Урал. Понял. Ноль 0213, Урал. Да ну! Какой Что эти рассказываете со мной? Да откуда я знаю сейчас? Вот. Я не понял, что здесь происходит? Вы кто? Прапорщик Агапцев. Сопровождаю эту машину. Вот, сопровождайте. У меня выезд через 5 минут. Выйдите позже. Вопросы? А с номерами что вы делаете? А это не ваша проблема. Как не моя? У меня все бумаги. Я повторяю, не ваша проблема. Марш в машину, это приказ. 8 стало 3. Дайте сюда телефон. Бумаги в порядке? Извините, я несу материальную ответственность. Прапорщик, бегом в машину. Из кабины ни на шаг. Поедешь через 30 минут, ясно? Так точно. Значит так, повторяю еще раз. В случае чего упали на пол и застыли, ясно? Молодцы. Ну что, товарищ прапорщик, влипли мы с вами в шпионские страсти? Контрразведка. Якут, док, время!
Поехали. Понял. По местам. Салман, 0213 проехал. Пивка дай. Понял, второй. Второй вариант. Понял. Что-то задергался, прапор. Пошел. Что, а? Ты чего, БТР водишь, что ли? Извини, командир, машина старая. Старая машина. Ну-ка быстро убрал ее, понял? Все. Вот они. Пошли. Вот клоун. Ствол за спиной. Начинаем. Братан, горючка не разживусь? Танцуем! Всерьез или кино снимаете? Ну, конечно, снимаем кино, а вы тут прям в кадр лезете. Климушка, придется еще один дубль снять. Понятно, а как называется? Давайте, мы тут еще немножко потанцуем. Потанцуем, потанцуем, потанцуем. Ничего, поработали. Ну что, вижу, праздник удался. Так, в легкую. Класс. А где вторая машина? Не было, ждем-с. То есть как не было? Что за маршрут-то, товарищ прапорщик? Мы удаляемся от части. Тебе сказали, ремонт там. В объезд надо. Все, я дальше не поеду. Ерунда какая-то. Давайте хоть у них документы спросим. Что это за автоинспекция такая, которая нас по полям возит? Товарищ. Товарищ.
План перехват. По полной программе. Понятно? Действуйте. Понял. Позвони в штаб. Пусть поднимает вертолеты. Все, что есть. Ясно? Все. 8, я 3, прием. Сколько мы им подарили? Полчаса? Я думаю, получаса. Клим, есть новости. Змея-пеленгатор в кузов. Якут, нарисуй картину. Ну, короче, картина такая. Я в ту машину со стрелами. Радиомаячок поставил. Ну так, на всякий случай. Молодец. Блин. Работаем. Все, живо. Поехали. Все, я с вами. Я поехал. Остаешься на связи. Ясно? Все. Ну что, аговцы, золотой ты человек. Хорошо бы получить, что положено. У нас все по-честному. Что заслужил, то и получишь. Ну что, юноша, определился? Одно могу сказать точно. Догоняем. Док, если они перегрузят стрелы на другую машину, хана. Понял. Быстро армейцы реагируют. Думаешь, по нашу душу? Знакомый грузовичок. Да едут куда надо. Быстро едут. Можешь штрафануть? А? Ну что, стрелы есть? Пусто. Тепленький еще. Ну что, командир, тишина? И симметрия. Тепленький еще. Ну что, раскидают они стрелы по базам и... Да. Ясная морковка. Есть зацепка. Эх, были бы регулярные войска, нам бы по ордену повесили. А денег тебе мало? Славы хочется. Я славу люблю. О, смотри-ка. Документики предъявите, пожалуйста. А что это у нас военные на дорогах дежурят? Товарищ майор, вас вызывают. Милиции помогаем. Ага, помогаем. Клим на связи. Как дела? Тут двое пытались хамить, но уже извинились, как у вас. Беседуем. Что с грузом? Груз на месте. Радости полные штаны, но 2 единиц не хватает. Понял. Молодцы.
А 2 единицы мы сейчас здесь поищем. Понял. Вторая комплект. Все. Ну что, ребята, вы этих ждали? А? А почему именно здесь? А здесь в Чечню дорога одна. Ну, задержали бы мы их, ну и что? Свидетелей никаких. Стрелы, скажут, мы им подбросили. А потом амнистия ко Дню Победы. Лопате амнистии уже ни к чему. Вы о чем, ребята? А? О справедливости. По максимуму. Не понял. Докладываю. За холмом Чечня. Там фугасов на дорогах, мин всяких. Если водитель неопытный, может запросто наехать, взорваться. Серыми тучами небо затянуто, нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера, время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям, танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем, и снова в атаку себя мы бросаем. Давай за жизнь, давай, брат, до конца. Давай за тех, кто с нами был тогда. Давай за жизнь, давай, брат, до конца. Помянем тех, кто с нами был тогда. Давай за жизнь.